Проснулся звездой. Ты не талантливый человек, это просто тебе повезло. Очень много испорченных мальчиков есть, которые меняют пол. Как ты с этими женщинами влюбленными справлялся? Девушками, точнее, влюбленными. Были и женщины, на самом деле. Это работа, за которую тебе сейчас стыдно. Но мне стыдно за этот трек. Язык является ли препятствием для выхода на другие страны? Сегмент именно Казахстана – это очень маленькая аудитория. Надо нацеливаться и на другие страны. У всех казахов также гости соберутся, будешь им на дамбре играть. Шоу-бизнес через постель. Предлагали тебе такой вариант продвижения? Да. Рассказывай подробнее. В общем, человек открыт к предложениям. Учтите, девочки. Вот так вот, все вы продажные. Никакого патриотизма. В твоей жизни было ДТП с Данилом Волковым. И уже тут начинается провокация. Нормально так на бабки попали. Нормально на бабки попали, да. Возможно, ты назовешь сумму. Страшно было. Тут 20, что ли, миллионов. Ты что употребляешь? Жизнь одна, живи красиво, двигайся, кайфуй. Поеду какую-нибудь девчонку возьму. Или я же артист, они же меня знают. Трек Last Night – это трек Асхи Принца. Что ты просто взял и спиздил трек у чужого артиста-исполнителя. Я всем говорю, это мой трек. Это трек Асхи Принца. Я не буду не отвечать. Я не буду сниматься. Камеру. Неадекватно. Пали уже со своим неадекватным. Камера, мотор. Мадияр Ахмед, известный как Made One RG, казахстанский исполнитель, родившийся в Алматы, Казахстан. Первые шаги к известности сделал, создавая короткие ролики в ТикТок, запуская музыкальные тренды под собственный звук. В 2020 году выпустил первые музыкальные композиции, которые стали более популярны в России. В 2021 году выпустил первый свой альбом под названием «Карсваген». В 2022 году выпустил второй студийный альбом под названием «22», который дал первую волну слушателей по СНГ. В 2023 году Made One RG вновь заявил о себе на музыкальной сцене. Его трек Last Night набрал более 2 миллионов прослушиваний на площадках, попав в топ-3 чартов Spotify. На сегодняшний день Made One RG выпустил 4 студийных альбома. Твои первые релизы были в 2020 году. Чувствуешь ли ты разницу того звучания и как ты сейчас звучишь? И очень интересный вопрос. С момента 2020 года, сейчас уже сколько, 6 лет прошло, ну, есть апгрейд, определенный апгрейд есть. Есть и успешные проекты. То есть первое время мы писали, тогда больше целились на аудиторию СНГ, на Россию целились. Сейчас уже потихоньку набираем обороты. Для чего ты занимаешься музыкой? Вот ради искусства? Или это амбиции, чтобы тебя узнали, внимание? Есть небольшая мечта стать знаменитым музыкантом. Прям с самого детства я на инструментах играл, и потихоньку вот так вот и битмейкинг, вот это вот уже электронная музыка. Так и пришел к музыке. Даже в первое время было такое, что я стыдился своего голоса при записи. Я думаю, у всех артистов это было. И каким-то образом пришел к музыке. Очень интересно на самом деле. А на каких инструментах ты играл? Первое время меня мама дала в кружок дамбры. То есть я 9 лет был в оркестре. Дальше уже потихоньку слух нарабатывал, и другие инструменты уже легко было научиться. Какие? Домбра, гитара, прима, бас. Все инструменты, у которых есть струны. Как думаешь, сейчас легко стать звездой? Сейчас на самом деле рынок очень тяжелый в плане музыки. Каждый второй в Казахстане рэпер. Каждый второй может читать. Ну, вы когда-нибудь читали рэп? К сожалению, нет.
Но я слушаю рэп. То есть большую часть жизни, вот, со своей юности я слушаю рэп. Помимо этого есть другие, конечно, направления, но предпочтение — это вот моя музыка. А как думаешь, казахстанская, аудитория, да, казахстанский зритель, он больше, оказывает поддержки или все таки это чистая конкуренция? В Казахстане, я думаю, конкуренция. Живой пример. Несколько есть артистов, которые поднялись. И когда эти артисты поднялись за границей, вся аудитория их начала тогда только поддерживать и признавать. Да, я с этим В соглашусь. самой стране, да, сейчас вот пробуем, что-то делаем, да, сейчас особо поддержки нету, но давайте я взорву сейчас в России, да, или где-нибудь там за границей, они все скажут: о, это наш же, это же наш артист. Твой трек попадал в чарт. Spotify, да, насколько я знаю? Он был в Яндексе и в ВК-музыке тоже был в чартах. Что ты чувствовал? Это эмоциональный взлет или все-таки это определенная ответственность и давление? Я, честно, сам не ожидал. Вот говорят же, проснулся звездой. Уснул, да, вроде бы, и проснулся, и тут бац, ты в чартах. Мне там все начинают звонить. Смотри, у тебя там трек на 88-м месте в Яндексе, в ВК на 50 чем-то месте. В Apple вообще ты попал, в общем, в Shazam чарты ты попал, а в Spotify на 3-м месте. Я такой думаю: о, сколько лет я к этому шел. Вот думал, все, я поднялся, да, пик словил, все, я теперь до конца буду это держать. Но это определенное время, определенные эмоции на определенное время. Я думаю, вот каждому артисту, который сейчас идет к этой цели, я бы пожелал почувствовать и побыть на моем месте. Вот когда вот Сколько длились эти эмоции, что прям вот ты ходил в эйфории? в эйфории где-то 3-4 месяца где-то было. Точно. Хороший срок. Мгм. Не словил звездную болезнь? Было такое. В чем это выражалось? Высокомерие, раз. В то время, тем более, нормальный такой доход был. Даже не думал, что музыку можно в бизнес превратить. То есть за каждое выступление можно было нормально тогда урвать. Свое эго вот так поднимается. Не помнишь, как реагировали твои друзья? Стало ли их меньше после того, как ты стал успешным? Я бы не сказал, что стало меньше. Наоборот, мне кажется, больше стало. Тогда я познакомился с популярными артистами, с инфлюенсерами, разными актерами. В общем, в то время у меня было много связей. Прям много кто ко мне тянулся, много кто хотел сделать коллаб в то время. Но я так это понимаю. Возможно, из-за того, что в то время, когда хайп был, все хотели дальше вот этот хайп словить и вместе с хайпом дальше вот продвинуть себя. Я лично так думаю. А если мы говорим не о новых друзьях, а о старых? Ведь есть очень часто такое, когда старые друзья видят успех твой, они просто не могут с этим справиться и пережить зависть. И, как правило, начинают придумывать причины для того, чтобы тебя либо обесценить и сказать: ой, все это ерунда, или придумать какую-то отмазку, почему у них не получается так взлететь, и почему у тебя так случайно получилось. Совсем ты не талантливый человек, это просто тебе повезло. М, Как у тебя было? Были такие моменты, что сейчас по сей день у меня есть близкие друзья. На то время я с ними не общался. Я был в эйфории и двигался вот в этой всей тусовке. И с ними особо тогда не общался. У нас, возможно, тогда интересы были разные. У них была работа, учеба, а у меня интерес к учебе тогда пропал. Тогда я больше думал, вот я стрельнул, сейчас еще надо стрельнуть, дальше надо метить. После того, как я прожил вот это время, они вернулись и снова начали дальше поддерживать меня. У меня не было такого, чтобы кто-то там завидовал. Как по-твоему, важно артисту сотрудничать с лейблом или все-таки артист может сам двигаться? По моему личному мнению, артист, он может и сам себя продвинуть. Если у него есть азы знания битмейкинга, звукорежиссуры, если он умеет в целом со звуком работать и сам творить.
А лейбл — это дополнительный инструмент. Ты работаешь с лейблом? Конечно. А какой был у тебя первый лейбл, с кем ты начал работать в Казахстане? Я первое время выпускал музыку с независимых лейблов, то есть через бесплатные дистрибьюции грузил на площадки. Потом вот, когда вот песня стрельнула, тогда мне обратились несколько казахстанских гигантов, так сказать, да? Өзен, Туран, там Рух Музыка, да? Рух Мюзик. У меня есть свой продюсер, и мы с ним решили с помощью Өзен создать свой лейбл. А насколько отличается работа, если, к примеру, артист создает свой лейбл, ну или подлейбл, или делегирует эту работу профессионалу, и за него там все решают? Вообще выгодно создавать свой лейбл? Ведь у тебя есть свой лейбл. С артистами работать сложно на самом деле. Я как звукорежиссер могу сказать сам, вот лично на одного артиста, например, он начинает проект, если тем более он начинающий, неделя может уйти на один проект. А вы представьте, 12 артистов, если 12 артистов к тебе приходят каждый день. Надо визуал, надо клип снять, надо рекламу выбить, нужно будет таргет запустить или еще что-то, там уже начинаешь уже по-другому мыслить. А кто спонсирует эту работу? То есть люди сами входят, артист сам входит своими финансовыми возможностями? Нет, лейблы, они не берут с артистов денег, они, наоборот, сами вкладывают в артистов. Это как работает? Есть у определенных лейблов своя процентная ставка. К примеру, у нас у лейбла процентная ставка 30/70. В артиста вкладывают и дают ему определенный срок, например, на 5 лет. Вот эта песня 5 лет будет на нашем лейбле стоять. Если трек выстреливает, это чаще всего случайность или можно как-то спрогнозировать и спланировать какие-то тенденции, какие-то тренды? Можно сейчас интегрировать музыку через соцсети. Сейчас очень популярно через TikTok продвигать музыку. Насколько я знаю, ты тоже начал с ТикТока. Так и есть. Тогда в TikTok мы отгрузили звуки. У меня вот первый период, когда я отгрузил, трек набрал, если не ошибаюсь, 5000 видео за один день. TikTok тренды, они нужны. Но если качественно преподнести зрителю этот тренд, сейчас даже видите же, там есть разные движения, да, разные фильтры, маски, даже шаблоны закидывают разные, да. Вот они и продвигают. Если качественно, четко преподнести, то можно на самом деле через ТикТок залетать на рынок. Но сейчас очень много артистов, которые выстреливают в ТикТоке, которые, в принципе, не являются музыкантами. Даже фестивали проходят сейчас, да, ТикТок-фестиваль у нас проходил не так давно. Не боишься ли ты вот этой конкуренции, когда молодое поколение наступает на пятки? На самом деле мне не нравится то, что вот люди, которые не поют, да, они уже блогеры же, они себя показали как блогеры. И тут они начинают лезть в музыку. Я честно, это всерьез не воспринимаю. И их музыку, и их вот это вот творчество, связанное с музыкой. Ладно, он как тиктокер, наверное, хорош. Набрал, да, там свои просмотры, но как музыкант, ну, ты никто. Но тогда я тебе могу параллельный вопрос задать. В 23-м году ты снялся в кино. Но у нас здесь такая же ситуация. Зачем тебе кино, если ты не профессиональный артист, актер? Ну, Зачем ты лезешь в кино? ну, там была совсем второстепенная роль. Меня туда пригласили. Я не был даже в главной роли там. Ну, как сказать, больше как роль массовки. Я тогда уличного музыканта отыгрывал в этом кино. И там был всего лишь отрывок на 30, по-моему, секунд, что ли. Ну то есть тоже связан с музыкой, то есть по сути ты сыграл того, кем являешься плюс-минус в жизни. Понравилось? Ну, было прикольно. Вот эта вот организация кино, вот эта атмосфера, где там уже не могу я описать, на самом деле, надо это все пережить. Еще хотел бы сниматься? Конечно, я бы хотел в каком-нибудь фильме сняться.
в главной роли. Но ты же не актер профессиональный. Оставь дорогу профессионалам. А то тиктокеры захватят мир. Почему бы и нет? Я вот думаю, если будут какие-либо предложения, всегда открыт. Планируешь ли ты выход на международную арену? Хотя бы собрать свой стадион, да, чтобы на мировую арену идти. Потом уже потихоньку, думаю, сперва Казахстан, потом СНГ, потом уже мир. Как мы с тобой ранее уже говорили, у меня складывается такое впечатление, что на международной арене выстрелить намного легче, чем добиваться внимания в нашей стране. У тебя аудитория изначально все-таки была аудитория СНГ. И треки свои ты записывал на русском языке. Сейчас ты перешел на казахскую аудиторию, и уже у тебя смешанное творчество. Как ты к этому пришел? Почему? Зачем уходить с того рынка, где у тебя уже есть успех? Это со временем пришло, на самом деле. В российском рынке я не скажу, что был прям популярным, да, но были первые слушатели, была поддержка. Нужно же как-то со своей стороны подниматься. Я сейчас не смогу с теми треками, которые залетели в России, да, которые понравились российской аудитории, да, я с ними сейчас не смогу здесь выступить. Ну, люди попросту не поймут, что я там пою. А нужно ли, чтобы понимали? Ведь у нас очень много примеров среди талантливых наших исполнителей, которые не пишут до сих пор музыку для нашей страны. Ну, потому что я так думаю, что это просто не совсем выгодно. Проще развиваться там, где тебя уже начали поддерживать, чем там, где тебя топят свои же. Интересный вопрос, да? Ну, у нас же много таких примеров. И Димаш, и спортсмены, и большое количество. Причем это не только настоящего поколения касается. Так было и 20 лет назад. Каждый казахстанский артист, он должен свой рынок попробовать. По-любому он должен почувствовать вот этот шоу-биз Казахстана, да? Если ты вот в стране, да, будучи я в Америке, да, я бы уже адаптировался в рынок Америки, да, если я бы там находился. Будучи в России, я бы попробовал российский рынок, да. Но все же вот эта вот городская атмосфера, Казахстан, окружение, оно все равно, не знаю, каким-то образом влияет на тебя. Как думаешь, если бы ты жил в Америке, хотел бы ты завоевать рынок Казахстана? Я имею в виду зрителей из Казахстана. Мне кажется, там бы уже другие были бы интересы. Там уже были бы интересы захватить именно американский рынок. Есть такой известный сериал, да, «5.32». И у тебя есть одноименный трек «5.32». Это как-то связано? У этого трека на самом деле очень интересная история. И когда он только вышел, я не знаю почему, но мне пришло вдохновение написать трек про это. На моем запястье 5.32. Но не похож на маньяка. Следаки искали везде меня. На моем запястье 5.32. Слова трека, они связаны со всем сюжетом этого сериала. Я даже помню, что я писал в Салем social media, чтобы они взяли этот трек к сериалу, да? Но у них, оказывается, уже заранее были обдуманы вот эти вот моменты. Они уже заранее выбрали треки. Я даже помню, я собирал комментарии тогда, куча комментариев было. Я говорил, все, отмечайте сериал 5.32, чтобы, они заметили, чтобы они мне ответили, да. Выпустил песню, и эта песня мне как раз-таки дала первую популярность в Казахстане. Меня уже после этой песни начали приглашать, там различные выступления. Я даже помню, я первый раз на сцене с этим треком выступал. Был ли у тебя когда-нибудь трек или, возможно, какая-то работа, за которую тебе сейчас стыдно? Я думаю, у каждого артиста есть такой трек. Назови Это какой. в самом начале пути. Не знаю, там. Или ты его стер отовсюду, чтобы забыть вообще и не вспоминать Нет, больше? кстати, есть он на площадках, представляете? В 2020 году вышел трек там. Девочка с ТикТока, по-моему, что ли. День не пас, чтоб не попадаться. Раньше не додел,
сделал беспредел. Едешь только вверх, качаю припев. Я люблю музыку, этот мотив. Мы взлетаем вверх, ощутив массив. Ну, он очень плохого качества был записан. И слова такие тоже детские. Видно, что я только-только начинаю, там прям слышно. Я не знаю, как удалить его с площадок, он до сих пор там висит в моей карточке. Ну, мне стыдно за этот трек. Я там еще пою про эту девочку, очень кринжовый трек. Эта девочка была в реальной жизни, с кого ты писал этот трек? Там выдуманный персонаж, мы визуализировали, говорили: о, девочка с ТикТока там танцует туда-сюда. Ты когда-нибудь использовал серые методы продвижения? Накрутки, лайки? Было. Первое время было. Я помню, первые 1000 подписчиков я себе накрутил туда. Как думаешь, для чего люди это делают? Сейчас не только артисты, я думаю, блогеры, компании, но они это преподносят так, чем больше подписчиков, тем и больше доверия у людей, мне кажется. Люди смотрят: ох, у него подписчиков много, значит, наверное, ему можно доверять, да, к примеру. Я думаю, что ты разбираешься в рынке артистов СНГ в целом. Как думаешь, кто из артистов самый переоцененный? Переоцененный артист? Очень сложный вопрос. Но если брать рынок СНГ, мне кажется, Айс Гергерт, проект Басты, слишком переоценен, мне кажется. Почему? Пацан, который всю жизнь там двигался в дворах, и тут резко появляется в музыкальном рынке, да, поет там про дворы тоже. Я думаю, это, скорее всего, успешный проект Басты, лично мое мнение. А из рынка Казахстана, честно, я не могу назвать таких артистов. Боишься? Не то чтобы боюсь, я просто сейчас не могу назвать таких артистов. А кто самый недооцененный? Самый недооцененный артист. Так, сейчас. Ну, есть один артист, Саннур его зовут. У него тоже был один трек, очень популярный. Узкие глаза, но в них нет ни грамма слеза. С таким интересным хуком он залетал в этот рынок. И после этого он очень качественные проекты запускал даже. Мне кажется, аудитории стоило бы его дальше поддерживать. Есть ли артисты, с кем бы ты хотел записать фит? Если на 3 сегмента разделить: мир, СНГ и Казахстан, да? Дрейк. Не знаю так, почему. Дрейк, мне кажется. Дрейк или Трэвис Скотт. А СНГ? Из СНГ. Ну, Моргенштерн определенно, он был моим кумиром. Первое время я от него вдохновлялся. Я думаю, Моргенштерн или Слава Мэллоу, или же Сода Лав. Очень много, на самом деле, артистов, с которыми хотел бы записать. А из наших? Из наших The Limbo. Но его можно считать нашим артистом. Он как бы на СНГ сейчас знаменитый. Джа Халиб, может быть. Романтичные треки какие-нибудь можно было пописать. Тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться с ужасным, недобросовестным поведением? Ну, грубо говоря, тебя когда-то кидали? Ну, было такое даже. Первое время мы двигались тогда вместе, да, в музыке. У нас что-то получалось. И пацаны, мне кажется, выбрали не ту дорогу. Они начали потреблять, и, мне кажется, они забили тогда музыку. Что-то даже интересное получалось, и у нас были амбиции. И мне кажется, по этой причине мой продюсер нынешний их убрал, оставил меня там. Бывает так, что артисту не хватает вдохновения. И вообще творческому человеку. Творческое выгорание, да? Не выгорание, а наоборот вдохновение. И некоторые употребляют алкоголь, некоторые употребляют более тяжелые виды вдохновения. Насколько это является необходимостью? И возможно, что человек от природы вдохновляется без употребления каких-то вот усиливающих препаратов.
Вот насколько часто ты встречаешь артистов, которым нужен допинг, назовем его так? Ну, очень часто, мне кажется. Любой артист, у любого артиста есть свой допинг. Ну, всякие же бывают методы, ну, некоторые через алкоголь, да? Думаю, сейчас выпью, меня унесет, и я так начну писать. Ну, кто-то уже покрепче пробует там что-то. Ты что употребляешь? Сейчас уже ничего. Но 3 года назад я писал музыку по пьяни. Чисто в пьяном состоянии писал. А как ты пришел к тому, что ты отказался от этого? Есть один человек, который, с помощью которого я перестал уже употреблять и уже так писать музыку. Слышал такое? В шоу-бизнес через постель. Предлагали тебе такой вариант продвижения? Да. Рассказывай подробнее. Нет, шучу. На самом деле такого не было. Но очень бы хотелось такое, да? В общем, человек открыт к предложениям. Учтите, девочки. Мгм. Давай окунемся в твое детство. Ты родился в Алмате. Во сколько лет ты почувствовал ли тягу к музыке или интерес к музыке? Или это, возможно, было, родительское наставление, что ты должен пойти, научиться играть на инструменте обязательно, чтобы получить там музыкальное образование, а дальше там как будет видно? Очень интересный вопрос. Если начинать с самых первых шагов к музыке, то это, мне кажется, то, что мама меня дала в кружок дамбры, и там уже даже было такое, я жил очень далеко от школы. Я же мог поменять школу, да, например, вот здесь рядом есть школа, да, но я чисто из-за дамбры туда далеко ездил. У меня самого было желание вот бросить, да, уйти. Что тут рядом же школа, да, что я туда буду постоянно далеко ездить. Но мама, не знаю, каким-то образом тогда настаивала, чтобы я эту дамбру закончил. Когда школу закончу, я последний раз выступлю в этом оркестре, и потом делай, что хочешь. Первая любовь к музыке появилась именно тогда. Первые годы мне не было интересно, потому что мама, грубо говоря, заставила меня именно в этот кружок ходить. А я не хотел, я хотел в футбол идти. Она прям заставила, вот ты музыкантом будешь, на дамбре будешь играть, на инструментах. Завтра у всех казахов также гости соберутся, будешь им на дамбре играть. Вот тоже же охота, сын на дамбре играет, да? В 6-м, по-моему, в 7-м классе у меня уже интерес появился к музыке. Я такой думаю, слушаю разных артистов, да, и уже возникает вопрос, как они так музыку сделали? Вот этот барабан, они все, неужели они так все записывали? Вот барабан, он так ударил, да, вот здесь вот так это записал. Мне самому было интересно. И потом уже был период, когда вот я закончил школу и поступил в университет. У нас в университете был клуб музыкальный, то есть ансамбль, там людей собирали, также отборы проходили. И там как раз-таки были вот эти вот профессиональные барабаны, гитара, электрогитара, вот что-то новое уже. Я уже думаю, надо и здесь себя попробовать. Потихоньку, мелкими шагами, путь инструменталиста пришел к тому, что я начал уже исполнять песни сам. А ты сейчас играешь на дамбре? Сейчас играю. А ты внедряешь как-то свои знания и умения игры на дамбре, к примеру, в современный свой музыкальный продукт? Есть один артист, очень популярный сейчас в Казахстане. Бага его зовут. Бага. И у него был трек «Гангста». Қасқырлардың қасында, батырларым қасымда, дастарханның алдында бауырым деп бізді аттаған ты знаешь, что мы вывезем везде, не понимаешь, что ты нам тут говоришь. Тогда я помню, он меня пригласил, говорит, Мадишка, ты же на дамбре играешь, можешь мне партию дамбры прописать для песни? Сейчас, по-моему, его песня на ютубе уже нормально так просмотров, 8 миллионов что ли набрала. Ну там все знают, что это я играл, именно я играл на дамбре. Расскажи про выбор твоего псевдонима сценического. Made One RG.
Очень интересный вопрос. Я помню, у меня был первый никнейм Мада-1 Иро. То есть корень именно с моего имени начинается. Потом я отгрузил 2 песни, помню, первое время. Мама услышала эти песни, и я вынужден был поменять никнейм. Мне срочно нужно было поменять никнейм. И тогда я, не раздумывая, просто взял одну букву, поменял. Made One RG. Но у него есть смысл на самом деле. Made — делать один. Первую или один. RG — энергию. Бывает ли у тебя выгорание или обесценивание себя? Ну, многие артисты через это проходят. Если у тебя это бывает, расскажи, как ты с этим справляешься и почему это происходит. Ну, у артистов бывает выгорание. Они пишут очень много музыки, например, да? Бывает такое, да? Вот пишешь, вроде вначале прет, вроде что-то получается, да? И потом снова переслушиваешь, и тебе уже не нравится этот проект. И ты снова пробуешь еще один проект написать. И тебе опять же он не нравится. И тут уже ты уже сам делаешь вывод, говоришь, у себя в голове говоришь, да блин, у меня же не прет, у меня выгорание. Мне кажется, это слово выгорание, именно это, как бы сказал, это отговорка артистов. Я начинаю слушать другую музыку, музыку другой страны. Например, музыку Японии, музыку Узбекистана, того же, музыку Европы, да, начинаю слушать. И обязательно вдохновение появляется уже на написание чего-то нового. Но интересный один факт. Во время выгорания, я же как саунд-продюсер, другим артистам у меня получалось что-то гениальное писать, а себе именно не получалось. Вот такое тоже, с такими я тоже сталкивался. Иногда даже завидую, для него получилось, а почему у меня не прет, да вот. Ты специально им не делаешь плохой материал для того, чтобы у них не получилось ничего. Такого вот получается, да, клиенты обращаются, ты им прям гениально пишешь, а себе не получается. Я знаю, что ты служил в армии. Это было твое добровольное решение или Я бы больше сказал, это было безвыходное положение. Потому что, ну, все спрашивают, вот ты был на пике, почему ты резко пропал? Потом уже через месяц узнают, что я оказался на срочной службе. Ну, бывает, у нас по сей день в Казахстане с улиц забирают пацанов в армии, и я тоже попал под такую ловушку, так сказать. Мне приходила повестка, я игнорировал эту повестку. Я думал, вот сейчас еще что-нибудь сделаю, музыки еще раз пойду выступлю, гонорар получу, да и там с деньгами решу, да, что-нибудь сделаю. И обязательно, может, там военную школу отучусь, да, что-то будет. Но я долго протягивал вот это вот время. Ходил, и тут бац, в эту ловушку попал сам. В 24 году меня забрали в армию. как думаешь, на службе музыка тебе помогла? В любой армии, мне кажется, есть свой оркестр. Именно шагают там под музыку. В какой-то части помогла. Я в армии барабанщика был, кстати. Все шагали, маршировали под барабан. Думаю, были определенные плюсы. На концерты выезжал. Армия тебя изменила? Армия меня изменила. Сформировала в тебе мужчину настоящего? Ты это чувствуешь? Вот разницу, да, между теми твоими, возможно, друзьями, либо коллегами, так скажем, артистами другими, те, кто не служил, и между собой. Есть на самом деле разница, очень большая разница. Вот если брать меня в 2023 году и меня после армии в 2025, это два разных абсолютно человека. В 2023 году я думал только об одном. Суббота, выпить, прогуляться, девчонки, вот это вот все, тусовка, обязательно надо оторваться. У меня тогда был смысл жизни. Жизнь одна, живи красиво, двигайся, кайфуй. А сейчас, после армии, я уже более осознанно прихожу к многим событиям. Даже условно, ну, я жениться собрался в этом году, да, например, это можно считать осознанным шагом? Ну, А в то время я бы не подумал так.
Я бы думал, да и чё это, давай я лучше поеду какую-нибудь девчонку возьму, или я же артист, они же меня знают, давай я вместе с ними потусуюсь, оторвусь. Чё, на следующий день забуду, другая придет. У меня такое понятие было до армии. Всем мужчинам советую именно на год отслужить в армии. Мне кажется, из любого вот человека, даже людей, которые вот сейчас, кстати, очень много испорченных мальчиков есть, которые меняют пол. Армия сформирует из них мужчин. Именно понятия им дадут. Там свое воспитание. В твоей жизни было ДТП с Данилом Волковым, и оно стало тоже в каком-то мере поворотным событием в твоей жизни. Расскажи подробнее. После периода Last Night я уже начал общаться, двигаться с многими популярными блогерами, артистами. И на то время был один блогер, его зовут Данил Волков. Он снимал разные там ролики. И помню, мы хотели взять машину, и другая машина находилась в районе Калхаман, да, сейчас в Алмате, где-то там вдали. И нам надо было как-нибудь доехать. И Данил говорит, давай у тебя же есть права, возьмем машину в аренду. Типа вот anytime туда доехать, оттуда я уже машину вытащу, вместе поедем на той машине. И мы взяли в аренду машину. А у меня так какого опыта не было по вождению, да. Мы туда приехали, и у нас ожидание целый час. То есть машина еще не готова, там детейлинг, что ли, что-то такое было. И он говорит, давай круги нарезать. Сейчас дрифтовать будем по Халхаману. У него-то получается, он участвовал в разных дрифт-проектах, и он более к этому адаптирован, к любым машинам. А у меня не было опыта. Я помню, раз попробовал, два попробовал, у него получается, да? Потом он говорит, Мади, давай ты за руль сядешь. Все-таки аренду машины же мы на тебя взяли, короче. Говорит, давай, ты попробуй. И уже тут начинается провокация. Я сижу за рулем, катаюсь, просто пробую вот ездить, газ, тормоз нажимать, да. И он рядом сидит такой, дергает мне этот ручник, говорит. И меня чуть-чуть машину занесло, я такой думаю, о, прикольно. Потом говорит, вот, видишь, вот так надо дрифтить. А машина на переднем приводе. И я уже думаю, о, у меня один раз получилось. Еще раз попробовал, и мы уже где-то 2-3 раза подрифтили, и на третий раз дергаю ручник, и у меня ручник не опускается, и я в стоп уже условно. Благо тогда никто не пострадал. Единственное, что пострадала эта машина, и там на самом деле неприятная ситуация была. Людям повредили там ограждение, вот это было неприятно. Нормально так на бабки попали. Нормально на бабки попали, да. Сейчас общаешься с ним Сейчас нет. после того случая? После этого был еще один случай, после которого я перестал с ним общаться. Расскажи поподробнее. Я не знаю, можно об этом здесь рассказывать или нет. Как ты решишь? У нас можно все. Я думаю, об этом лучше не говорить. Это, скорее всего, более личное. Окей. Давай поиграем в такую игру. Я тебе буду ставить наших известных, это очень известные исполнители, и посмотрим, насколько ты хорошо знаешь нашу эстраду. Поехали. Дильназ Ахмадиева. Золотой, да? Молодец. Это самая легкая была. Давай следующую. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальный. Песня знакомая. Роза Рымбаева, по-моему, поет. Близко, но не Роза Рымбаева. Понятна твоя вековая. Блин, я ее знаю. Нагима Ескалиева, да? Точно, молодец. Ну, браво, браво. Давай следующую. А, я его знаю. Хайрат Нуртас. Окей, правильно. Как много лет по мне любовь. Роза Рымбаева. Правильно. Кто ее не знает? Ну так нечестно. Давай еще один. Я и
Это не Баттер? Нет. Я не знаю. Я честно не знаю. Хоть здесь я выиграл. Ты молодец. Это Парвиз Назаров. Я его имя знаю, но самого не слушал. Вот. Песни нашей молодости. Я не ожидала. Я думаю, ну, Дильназ Ахмадиеву 100% узнает. Ну, может быть, Роза Румбаеву. Ну, ты красавчик. Молодец. Молодец. В 23-м году у тебя выстрелил трек «Last Night». Ты вообще ожидал, что этот трек может вот так вот зайти зрителю твоему? Честно скажу, я на этот трек даже не ставил. В целом, я даже не думал, что этот трек стрельнет. Я думал, вот сейчас закину, постоянно закидывал, там сниппеты снимал и постил. У меня система выстроена. Сделал продукт, сделал обложку, сделал сниппет, закинул. Но с этим треком чуть по-другому было у нас. Как думаешь, вообще, что зацепило зрителя в этом треке, что вот он так сработал? Сейчас вот ты можешь проанализировать, почему так произошло? В первую очередь, мне кажется, это мальчик, тот, который спел эту песню. Зейнур его зовут. Зейнур, да. Да, расскажи историю про Зейнура. Это было в 23-м году осенью. Я написал вот этот трек, я его отгрузил уже, он на площадках был, но не набирал такую популярность. Я помню, первые там 70, что ли, видео было. Это все мои друзья еще снимали. Друзья, знакомые, их знакомые. ТикТок постить. Ну, для меня это уже был рекорд. 72 видео, 72 публикации. Потом наткнулся на этого мальчика. Я помню, там он пел песню Принца «Пустой квадрат и тусклый свет, закрой глаза, приди ко мне». И вот этот его звук завирусился. Страшно было. Это 20, что ли, миллионов набрал просмотров. Вот этот ролик, где он пел на улице Арбата. Особо профессионализма он не имел. И рекламодатели тоже жаждали тогда рекламы от него именно. Определенное время прошло, и он пел мой вот этот вот припев, который последний релиз у меня был. «Детка, дай мне руку, маған ешкім керек емес». Там еще слова такие легкие, запоминающиеся. Детка, дай мне руку, маған ешкім керек емес. Ты ушла по клубам, ВХБ или в ЯТМС. Это было глупо, то, что было, имеет вес. Это last night, baby, это last night. Я этот фрагмент вырезал и выложил в ТикТок. Смотрю, там за сутки 1 000 000 просмотров. И 500 публикаций сняли за сутки. Ну, там обычно его акапелла была. И следующая идея у меня возникает. Взять его голос, свой голос соединить и еще и песню Принца. Так, трипл закинуть. Я закидываю. Вот этот звук невероятно популярность набирает. За один день 10 000 публикаций. На следующий день смотрю, уже 30-40 он начал взлетать. И смотрю в трендах ТикТока. Я просто не ожидал, честно говоря, такой популярности и такого охвата. И то, что люди, все популярные блогеры, все подхватят этот звук и начнут снимать липсинги, там тренды создавать какие-то. А каково вообще это осознавать? И осознаешь ли ты, что популярности ты достиг из-за этого мальчика Зейнура? Или, в принципе, разницы нет, каким способом достигается популярность? Насколько я знаю, трек «Last Night» — это трек Асхи Принца. Как тебе вообще, как артисту, живется с тем, что ты просто взял и сделал трек у чужого артиста-исполнителя? Детка, дай мне руку. И хайпуешь на этом. Это же нечестно с профессиональной точки зрения. Или идти по головам — это нормально вообще в современной индустрии шоу-бизнеса. Признать свою вину, почему нет? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, ты ответь. В этом вопросе нет ничего страшного. Не хочу. Я не буду Ведь у тебя отвечать. свой лейбл, ты работаешь с другими артистами, а тут берешь и совершаешь вот такие вот подлые поступки. Это разве
по-пацански? Я всем говорю, это мой трек. Я создавал эту композицию полностью с нуля. Но ни у кого не... Ну, не знаю, у всех мнения расходятся на этот счет. И многие считают, что это трек Асхи Принца, который на тот момент уже был популярным. Я не буду отвечать. Я не буду сниматься. Камеру. Поведение. Или уже со своим характером неадекватным. Садись, давай, допишем уже. Только не нервничай. Ты сейчас держишь связь с Асхи Принцем? Нет. А как он реагировал вообще на выход этого трека? Ну, трек вышел. Даже были моменты, когда он исполнял мой припев на своих концертах. Но мне это не понравилось. Меня это задело. Почему артист берет мой текст и исполняет? Пожалуйста, у тебя есть этот трек, ты исполняй свой трек. Что ты предпринял? Зрители после его вот этих вот выступлений, большая часть думает, что это его песня, а не моя. Я вот даже думаю, вот аудитории нужно будет открыть глаза внимательно, посмотреть, кто указан там артистом этого трека. Там не Асха Принц, там Made One RG написано. Made One RG Last Night. Не было такого упоминания. Вбей в Google, да, вот Асха Принц, детка, дай мне руку. Никакого запроса, ничего не выйдет. Там по-любому выйдет то, что это мой трек. Расскажи тогда историю создания этого трека. Что тебя натолкнуло, именно вдохновило, скажем так, на создание этого трека? Есть одна история. Я помню, в том же году, в 2023 году, я весной встречался с одной девушкой. И в сетях, и везде мы всегда были вместе. Потом был определенный момент, и она выбрала уже другой путь. И она начала более такую разгульную жизнь, так сказать, да? Даже вот эти вот строчки БХБ или Уятамес, первый раз я ее пьяный из клуба забирал. Первый клуб был Уятамес, у нас в Алмате есть. Второй клуб БХБ. В третий раз я уже не стал ее забирать. Я еще помню, она меня провоцировала тогда. В историю выкладывает, я хочу букет. А у меня нету возможности. Я тогда студент, и мне нужно писать диплом, чтобы получить высшее образование. То у меня столько обиды накопилось. Я успокоился и уже написал Last Night. Ну, типа, рассказал зрителям, как на самом деле было. Если мы затронули тему любовных отношений и девушек, вот уверена, что когда выстрелил этот трек, конечно, артиста сразу начинают окружать поклонницы. Было ли у тебя такое? Было ли такое избыточное женское внимание? И если было, то как ты с этими женщинами влюбленными справлялся? Девушками, точнее, влюбленными. Были и женщины, на самом деле. А говорил, не предлагал никто. Боря симпатии в мою сторону в то время, да, ты звезда, о, ты популярный, о, можно с тобой сфоткаться, Мади, пойдем прогуляемся. Вот таких ситуаций очень много было. Но я помню, у меня тогда другая совсем цель была. Я вот поставил, я артист, приехал, работу сделал и уехал. На то время у меня был, и по сей день у меня менеджер Ринат, он мне в большей части помогал. Я говорил, вот гримерка, например, да, там девчонки хотят к тебе прийти, туда зайти, короче. Я говорю, не запускай, я не хочу. Можно ли заработать На музыке? на музыке? И, возможно, ты назовешь сумму, которую вот максимально ты заработал, к примеру, с одного трека. Точную сумму я вам озвучить не могу, но она варьируется вот именно в период Last Night за месяц декабрь, да, от 3 до 5 где-то миллион. Да и концерты были интересные, много мероприятий. Если вот это все собрать в совокупности, это где-то так будет. И с роялти тоже нормально поступало. Ты говоришь про строить семью.
Задумываешься ли ты уже на эту тему? Планирую, скорее всего, в этом году летом у меня будет свадьба. Уже есть на ком жениться. На свадьбу пригласишь? Обязательно. Все, зафиксировал. Не боишься поклонниц после того, как ты женишься, потерять вот женскую аудиторию? Ведь А очень я, часто у артистов это происходит. а я уже сталкивался с этим. Но не знаю, кто меня как музыканта воспринимает, а не как там симпатия какая-то, да, определенная. Тот, остался, тот дальше поддерживает, тот дальше слушает, да. А у кого была симпатия, тот отписался. Я думаю, дальше уже будет интереснее. Дальше уже контенты такие более семейные, наверное, будут. И музыка тоже более серьезная будет. Что ты выберешь, если твоя супруга будущая скажет: выбирай, семья или музыка? То есть мне не нужны твои поклонницы, вот это внимание чрезмерное. Мне хочется, чтобы у нас была спокойная, нормальная семья, чтобы в нашей семье не было артиста. Насчет этой темы с ней обговаривал, и она 100% поддерживает меня в музыке, в моих начинаниях, в любых проектах, в музыке, без разницы. С многими артистами, с кем я работаю, у многих нет понимания, что Казахстан слишком тесен для них, и нужно выходить за пределы нашей страны. Какое твое мнение? Или можно, в принципе, существовать только на территории, так скажем, для зрителей только нашей страны? В Казахстане даже само население у нас сколько? 20 миллионов человек. Мне кажется, это очень маленькая и узкая аудитория. Если среднюю статистику брать, из них 40%, наверное, молодежь. А музыка — это как дофамин для молодежи больше. И сейчас, тем более, артисты все нацелены именно на молодую аудиторию. Я думаю, сегмент именно Казахстана — это очень маленькая аудитория. Надо нацеливаться и на другие страны. Возьми ты Россию, там и 100 миллионов аудиторий можно вытянуть. Украину, Киргизию, Узбекистан. Все русскоговорящие страны, можно так сказать, да? Все страны, где есть русскоговорящие, мне кажется, вот можно как ты захватить. думаешь, язык является ли препятствием для выхода на другие страны? Если песня, она сама по себе уже звучит так хитово, вирусно, да, так сказать. У нас же были артисты, которые пели на казахском. Тот же самый Адам. Слышали же песню «Джурек»? Китайцы начали танцевать под его песню. Дальше уже Америка подхватила эту тему. И так поехало. Это на самом деле, не знаю, нету на самом деле границ никаких. Много артистов с Татарстана, с Киргизии, те, которые выходят и завоевывают популярность, ну, к примеру, да, в странах СНГ, и поют на своем языке. Но мы можем даже это сравнить с тем, когда мы слушаем западную музыку, к примеру, французскую, итальянскую, не понимая ни слова, все равно подпеваем, и нам нравятся эти песни, они в нашем плейлисте. Я тоже думаю, что сейчас колорит каждой страны, он имеет более высокое значение, нежели это было, к примеру, лет 20 назад. Было ли у тебя в жизни такое предложение, от которого ты отказался, а сейчас думаешь, что зря? Мне кажется, был. Расскажешь? Один был агрегатор из России. Он тогда мне предлагал сумму определенную и контракт на лейбл. Но у него тогда был начинающий лейбл. Сейчас я узнал, что, оказывается, этот человек сейчас работает с одним из самых влиятельных лейблов СНГ. Слышали лейбл Golden Sound? Где сейчас Макан, Джакон, вот эта вот вся тусовка, да?
Мне кажется, вот это только предложение мне поступало вот в периоде Last Night, как раз это было, по-моему. Все, что не делается, делается к лучшему. Как относятся родители к твоему творчеству? Очень часто у нас возникает же непонимание, да, с другим поколением. Как они реагируют? И насколько важно их мнение и их поддержка? Или, в принципе, ты понимаешь, что, ну, это разница поколений, она нормально, что мы друг друга не понимаем. Они не слушают мою музыку. И Ты они им в запрещаешь? целом не понимают, о чем я там пою, да. Мама пару раз слышала, даже было такое, что в период Last Night ее коллеги, молодые девчонки тогда, под ее руководством работают, ей говорят, ваш сын тут популярный, вот это вот первые эмоции, вот это первый шок тогда мамин. После этого она уже 100% поддерживает в музыке. Хоть и не служит, есть определенные песни, которые для сегмента взрослых написаны. То есть и поп-музыки, и даже есть некоторые эстрадные песни у меня. Я не выбираю стиль. Не обязательно это рэп, не обязательно это поп. У меня разные стили. Если бы сейчас ты не занимался музыкой, чем бы ты занимался? Мне кажется, футболом. В детстве у меня было два выбора. Либо я стану футболистом, либо я стану музыкантом. Два сегмента, которые очень мне нравятся. И футбол, и музыка. Мне кажется, я был бы футболистом. Ну или по своей специальности информационные системы, технологии, IT, может быть. Ну, тоже интересно на самом деле. Ты уже добился результата как артист. У тебя уже выстрелил трек. Что для тебя является выйти на следующий уровень? Собрать стадион и выступить со всем репертуаром там. То есть есть много хороших работ, у которых узкая аудитория только прослушала. Мне кажется, вот цель, мечта — это собрать центральный стадион в Алмате. Пусть так и будет в будущем. И ты этой цели достигнешь очень быстро. Что ты посоветуешь молодым исполнителям? Молодым исполнителям я бы посоветовал бы выстроить систему именно в написании музыки. Сейчас очень много молодых и талантливых артистов, которые пишут музыку и уже дальше не верят, в полпути говорят, у меня нету связи. Всегда дропай, всегда работай. Обязательно. Если бить в одну точку, обязательно пробьешь эту точку. Спасибо тебе за интересную беседу, за то, что ты сумел справиться со своими эмоциями, как бы я тебя не провоцировала. И увидимся на твоей свадьбе.